Саламатсыздарбы, урматтуу Бишкек шаарынын тургундары жана жалпы малымдоо каражаттардын өкүлдөрү, и уважаемые жители нашей республики. Сегодня будет тема о проведении вакцинации против коронавирусной инфекции страдающим болезнью гепатитами. Что я хочу вначале останавливаться некоторые эпидемиологические ситуации в нашей республике, что за 7 месяцев этого года у нас 945 случаев, летальные случаи от коронавирусной инфекции зарегистрировано. Из них 121 случаев именно связано с сопутствующими заболеваниями болезни печени. Это о чем говорит? Это 13%. 13% именно сопутствовало именно болезни печени. Если вот останавливаться некоторые статистические данные, у нас в республике ежегодно среди группы риск проводится профилактическое серологическое исследование на именно болезни вида гепатитов. Из этих анализов видно, что в основном вирусные гепатиты 95% обуславливаются от вирусной этиологии. Так как мы за один год проводим около 200 тысяч исследований группы риска и выявляем более 4 тысячи инфицированных больных вирусными гепатитами, особенно гепатита Б, гепатита С, гепатита Б с дельта-агентами. Острый период болезни при вирусном гепатите в основном около 15% происходит острый период болезни. Ну и в то же время вот 500 и 600 случаев ежегодно регистрируется вирусный гепатита в острой форме. При этом хотел бы остановиться, что наша статистика, она еще неполноценная, поэтому их носителей, то есть инфицированных вирусными гепатитами у нас еще намного и выше. При коронавирусной инфекции, при заболевании коронавирусной инфекцией, если присоединяется там болезни, хронические формы болезни или острые формы, но она протекает очень тяжело протекает, иногда и вот сопровождается летальными исходами. Вот как выше было сказано, большинство из хронических сопутствующих заболеваний, вот один из болезней печени тоже являются актуальными. Болезнь печени, вы сами знаете, очень долго текущий инкубационный период, после заражения инкубационный период, то есть от начала заражения до появления первых признаков болезни, она от 6 месяцев до года, и иногда и 5, и 10 лет она протекает. Поэтому, когда нет клинических проявлений, мы не замечаем, что мы инфицированы вирусными гепатитами, те или другие, гепатитом Б или С или Б с дельта-агентами. Поэтому сегодня основной вопрос проведения вакцинации против коронавирусной инфекции и с болезнью, с гепатитами.
В каких случаях мы должны, в каких случаях противопоказано проведение вакцинации против коронавирусной инфекции и в каких случаях есть показания проведения вакцинации против коронавирусной инфекции. Это противопоказания, это при острый период гепатита. Вот когда средний, тяжелый и при фульминантной форме острого гепатита Б и С, в таких случаях мы не должны проводить вакцинацию против коронавирусной инфекции. То есть, одним словом, что если при проведении вакцинации против коронавирусной инфекции больных с гепатитом нельзя проводить вакцину от коронавируса, если функция печени нарушена. Вот это первое. Второе, это при обострении хронической формы болезни. Вот при обострении хронической болезни, заболевания это печени, тоже мы в тот момент, когда идет клиническое проявление, мы не должны проводить вакцинацию. И следующее, если сформировался у человека цирроз печени в стадии декомпенсации печеночной функции, при фульминантной форме заболевания, вот когда симптомы печеночной интоксикации и печеночной энцефалопатии, в таких случаях тоже мы не должны проводить вакцинацию против коронавирусной инфекции. И далее, более высокие биохимические показатели. Это о чем говорит? Когда если биохимические показатели высокие, то это говорит о поражении гепатоцитов, то есть клетки печени. Тоже в таких случаях мы не должны проводить. Если произошла трансплантация печени, то до реабилитации мы не должны проводить. И в стадии гепатоцеллюлярной карциномы, то есть если образовался рак печени, то тогда тоже нельзя проводить вакцинацию против коронавирусной инфекции. А в каких случаях мы должны проводить вакцинацию против коронавирусной инфекции страдающим болезнью печени? Это при бессимптомном течении болезни, вот неактивные формы хронических гепатитов, переболевшим и выздоровевшим реконвалесцентом можно проводить, инфицированным гепатитом В, С и Д, но бессимптомным течением болезни. И контактным положительным при серологическом показателе можно проводить вакцинацию. И после ремиссии и после выздоровления больного от гепатитов можно проводить вакцинацию против коронавирусных инфекций.